Приветствую зрителей канала Центра политика правовых исследований. Сегодня снова прямой эфир. С вами я, журналист Семитай Аманбеков. И мы сегодня снова говорим об очень важных, основополагающих вещах, которые тревожат наше общество. Это прозрачность, эффективность судебной системы, до третьей ветви власти, от справедливости которой зависит очень много факторов. Я вот встречаюсь с очень многими инвесторами, бизнесменами, которые хотят вложиться в Кыргызстан, и все они говорят, если в Кыргызстане будут независимые, справедливые суды, то тогда мы, естественно, не побоимся и рискнем вкладывать сюда свои средства. Ну, много таких факторов. Вот. Сегодня у нас в гостях экс-судья Конституционной палаты Верховного суда Чинара Айдарбековна. Приветствую вас. Спасибо, что нашли время и пришли на наш эфир. Здравствуйте. И информационным поводом сегодняшней нашей беседы станет вот недавнее совещание по совершенствованию судебной системы, да, с участием руководства администрации президента, представителей органов прокуратуры, представителей судебного корпуса, где непосредственно приняли участие вы. Если можно коротко рассказать, о чем обсуждалось и какие шаги по совершенствованию судебной системы нам следует ожидать в ближайшее время. Спасибо за приглашение. Действительно, прошло совещание, оно было организовано отделом по взаимодействию с судами, органами прокуратуры, администрации президента. И на повестку дня были вынесены 3 очень важных вопроса, на наш взгляд. И мы тоже были приглашены, я скажу в каком качестве. Первый вопрос — это было развитие, в каком направлении должно двигаться внедрение аудио-видеофиксации судебных заседаний. Как вы знаете, система аудио-видеофиксации, она устанавливается для того, чтобы упростить составление протокола. Ну и во всем мире уже используется эта система для того, чтобы, скажем, показания, которые даются, например, в суде первой, второй инстанции, могли бы просматривать вышестоящие суды, когда рассматривается дело в порядке апелляции или кассации. И очень много разных функций на сегодняшний день копий видео-аудиозаписи. И было сказано о том, что уже 95% зданий судов уже установлены аудио-видеофиксации по республике, да, 95% судебных залов, надо сказать, да, они уже установлены. Вопрос в другом, что не все судьи используют аудио-видеофиксацию. Если мы возьмем законодательство, то только по уголовным делам это является обязательным включение аудио-видеофиксации. Стоит вопрос о том, нужно ли внедрять это по делам, по гражданским делам, по административным делам. И как раз мы этот момент обсуждали, куда дальше двигаться. Хотя я вам скажу, что есть государственная целевая программа развития судебной системы до 2022 года. Это ГЦП является таким программным документом развития судебной системы. Утверждается постановлением Джорку Кенеша, выделяется специальный бюджет. И в рамках этого ГЦП это уже 2-я программа внедрения аудио-видеофиксации по другим видам судопроизводства, тоже является уже таким четким программным документом. Но вместе с тем этот процесс несколько затягивается, на это есть разные причины, да, но в целом у меня складывается впечатление, что этот процесс, возможно, не очень хорошо администрируется. Да? То есть сегодня уже такие продвинутые технологии, не просто аудио-видеофиксация судебных заседаний, а уже прямая трансляция судебных процессов идет уже чисто, скажем, онлайн отслеживание дел, где находится, да, то есть уже столько разных вещей вводится в судебную ветвь власти, которые можно было бы использовать. Поэтому было сделано такое предложение о том, чтобы создать рабочую группу, которая могла бы проанализировать этот процесс, возможно, посоветоваться с самыми ведущими IT-компаниями, которые могли бы предложить, скажем, более эффективное и дешевое предложение для того, чтобы эту аудио-видеофиксацию установить. Второй очень важный вопрос, который обсуждался, это внедрение профессиональной оценки деятельности судей. Об этом уже говорилось с 2012 года, о том, что должна быть такая система оценки деятельности судей. Почему это так важно? Да? Сегодняшняя критика в обществе,
о деятельности судей происходит от того, что каждый может посмотреть на действия судьи под своим собственным углом. Да? Пока не будет четких стандартов, на соответствии чего, в общем-то, можно было бы оценивать деятельность судьи. Поэтому, исходя из этого, еще с 2012 года, как вы знаете, такой был поворотный указ президента тогда о том, что надо совершенствовать судебную систему. Вот тогда еще была поставлена задача о том, чтобы внедрить эту профессиональную оценку деятельности судей. По этому поводу хочу сказать, что наша организация, Кыргызская ассоциация женщин-судей, по предложению отдела по взаимодействию с судами и органами прокуратуры разработала, но оказала такую экспертную поддержку. Мы подготовили проект положения, подготовили проекты других нормативных правовых актов, которые необходимо внести в связи с предлагаемым механизмом оценки. Так вот, эта работа была сделана таким образом, чтобы помочь той же самой судебной системе оценить, как работают судьи. Вот сами критерии оценки мы взяли опять-таки из действующих международных стандартов. Если посмотреть на сегодняшний день, почти все члены стран Совета Европы имеют такие формальные оценки, скажем, это по сути мониторинг, как судья работает, как он выполняет свои основные функции. И мы, в общем-то, разработали такой механизм, по которому очень четко и детально можно будет оценить. Первое – это его профессиональные качества, как он ведет судебный процесс, вот для чего нам аудио-видеофиксация была нужна, для того, чтобы можно было посмотреть, как он ведет судебный процесс. Оценка качества его судебного акта, как он принимает, насколько это все соответствует требованиям процессуальных кодексов, да? Насколько он часто повышает свою квалификацию, вот это, если мы возьмем его профессиональную компетенцию. Вторая группа – это его личная компетенция, насколько как судья он может принимать решения в соответствии с кодексом чести судьи. Да? То есть там его моральные качества, нравственные качества, да? Насколько он может выстроить свои отношения с участниками судопроизводства. Не секрет, что многие наши участники судопроизводства делают, скажем, вывод от своего опыта обращения в судебную систему, от того, насколько он удовлетворен или не удовлетворен. Иногда, может быть, он даже и проиграл, но если судья его внимательно выслушал и аргументированно рассказал ему, почему он проиграл, человек может спокойно оттуда уйти, и не надо ему обжаловать даже это решение. То есть это очень многоаспектная деятельность, на самом деле, судебная. Не просто выйти в соответствии с заученным текстом, провести заседание, принять решение, да, то там очень много разных вещей. Насколько он может призвать стороны к примирению, насколько это примирение для них будет, скажем, более дешевым способом разрешения этого спора. И много-много таких моментов. И вот, скажем, вторая группа – это личный критерий по личной компетенции. Мы очень четко выстраиваем по кодексу чести судей. И третья – социальная компетенция, тоже немаловажная, скажем, часть характеристик, можно сказать, судьи, это насколько он проявляет свои лидерские качества, насколько он может вообще на равных разговаривать с другими представителями другой ветви власти, да, тоже очень важный момент, насколько он может равно вообще относиться ко всем участникам процесса, насколько он может участвовать в таких выборных органах судейского самоуправления, как Совет судей, Совет по делам правосудия, тоже очень важные функции судебной власти, насколько, скажем, достойных людей можно отобрать в судебную систему. То есть вот эти вещи, да, мы их сгруппировали и таким образом выстроили этот механизм. И вот в этом механизме, в общем-то, мы максимально широко постарались обсудить это среди судей. Почему это важно? Очень много разных механизмов, нормативных правовых актов, к сожалению, принимаются политиками без обсуждения мнения судей. И вот наша организация старается, чтобы хотя бы эти проекты обсуждались среди судей, судьи могли бы выразить свой голос. Это очень важный момент. Да? И вот этот вопрос профессиональной оценки качества деятельности судей уже был в проектном виде подготовлен и на совещании тоже представлен членам этого совещания. Вот. Ну и третий тоже немаловажный вопрос. Как вы знаете, сейчас Совет по отбору судей, это орган, который отбирает судей на конкурсной основе, переформатирован. Он сейчас называется Совет по делам правосудия.
Если раньше большинство составляло представители парламента, это представители гражданского общества, то сейчас по новой конституции большинство будет составлять судьи. То есть 2/3 это будут судьи, 1/3 только будет представлена президентом, парламентом, народным курултаем и юридической общественностью. То есть 4 человека против 8, ну, в общем, это уже довольно-таки значительная сила, находится власть у судей, да, при отборе судей. Но этим тоже мы, в принципе, говорим о том, что сейчас это на самом деле вызов для нас, для судей, насколько мы теперь сможем справиться с этой задачей и сформировать судейский корпус таким образом, чтобы он, в принципе, мог сегодня отвечать таким взыскательным требованиям нашего общества. Да? То есть вот тоже момент. И здесь как раз-таки стоит вопрос о том, что будет пересматриваться сама система отбора. И это тоже хорошая инициатива, я скажу, администрации президента, непосредственно отдела, которые ставят такую задачу максимально автоматизировать сам отбор. Вопросы тестирования, например, да, разрешение кейсов, скажем, вот это все будет максимально автоматизировано, чтобы хотя бы 2 этих тура, по сути, если мы скажем, еще 3-й блок, это собеседование, где кандидату будут задаваться различные там психологические больше вопросы, чтобы вот этот 3-й тур не мог сильно повлиять на тех кандидатов, которые успешно прошли 2 вот этих этапа, да. То есть вот в этой части тоже сейчас планируется создать рабочую группу. Как вы знаете, что Совет судей сейчас обновлен. 4 марта был съезд судей, где сейчас совершенно новый состав Совета судей. Он должен будет сформировать сейчас Совет по делам правосудия и вместе, в общем-то, создать эту рабочую группу на уровне Совета судей и этот механизм запустить. То есть хочу сказать, из новшеств, которые, в принципе, сейчас как бы нам тоже нравятся, это желание все автоматизировать, то есть максимально снизить риск субъективизма со стороны, опять-таки, членов комиссии, членов рабочей группы. И вот по профессиональной оценке качества деятельности судьи тоже предполагается, что оценка, на самом деле, деятельности судьи будет происходить из тех информационных систем, которые уже есть в суде. К примеру, есть АИС суда, это автоматизированная информационная система, районный суд, например, да, и там очень четко разбито. Судья, по сути своей, уже начинает работать в этой системе, и там же оставляет свои следы. Вовремя вывешивает определения, решения, принимает к производству. Там все вопросы уже сроков тоже отслеживаются. И если он, по большому счету, все делает правильно в рамках, скажем, тех сроков, которые есть в этой автоматизированной системе, то ну, большая вероятность, что он, в принципе, получит довольно-таки хороший балл. И этот балл будет влиять на его дальнейшее продвижение, на получение каких-либо наград, поощрений. Это будет влиять на назначение его председателем местных судов, да, и, скажем, на получение следующего квалификационного класса. То есть таким образом эта система будет мотивировать судей лучше работать. Я вот уточняющий вопрос вам задам. Я тут сделал себе пометки. Значит, первое. Вы сказали, что администрирование в части внедрения аудио и видеозаписи немножко сейчас затормаживается. Кем осуществляется это администрирование? Кто затормаживает? Аудио-видеофиксацию внедряет государственное учреждение отделецот, которое находится при судебном департаменте. По-хорошему надо сказать, что весь процесс, скажем, администрирования судебной системы, конечно же, исходит импульс от Верховного суда. По-хорошему, судебный департамент находится при Верховном суде, Высшая школа правосудия тоже находится при Верховном суде. Но вот эту ответственность разделяет еще и Совет судей, орган судейского самоуправления. Поэтому здесь, как бы, может быть, это происходит таким образом, как мы говорим, у семи нянек, да, дитё без присмотра. То есть вот здесь, как бы, Совет судей должен помогать Верховному суду, Верховный суд помогать Совету судей, чтобы судебный департамент, как исполнительный орган, должен как бы действовать. И я скажу, что здесь, скорее всего, срабатывает такой момент, что не все судьи
как бы более открыты к новым технологиям. Они не так чувствительны к этим новым вещам, которые как бы идут. Согласитесь, если законодательно закрепить, что гражданское, административное судопроизводство обязывает судей включать аудио-видео, тогда они будут это обязаны делать. Да, абсолютно. Вот сейчас необходимо создать рабочую группу, которая должна подготовить проекты изменений в ГПК, в административно-процессуальный кодекс, принять их парламентом, а потом проследить, чтобы они могли работать. А кто законодательную инициативу возьмет на себя? Вы знаете, сейчас у Верховного суда есть право законодательной инициативы, они могут, но и, в принципе, депутаты Джоркинеша тоже могут эти вопросы инициировать. Значит, с ними тоже будете работать? Да, да. Второй уточняющий вопрос насчет профессиональной оценки деятельности. Это будет выглядеть как какой-то документ, я так понимаю, цифровой, да? Да. И он будет влиять на дальнейшую карьеру судьи. Да. Или вот то, что вы сказали, в АИС будет внедряться, это и есть профессиональная оценка, да? Вы знаете, о том, как проводить эту профессиональную оценку деятельности судей, будет положение, которое принимается Советом судей. Но чтобы это положение работало, будут еще некоторые точечные изменения в Конституционный закон о статусе судей вноситься, в закон об органах судейского самоуправления, если мы берем чисто де юре, да? А де-факто, конечно же, на основе вот этих уже нормативных правовых актов Адилет-Сот, как мы говорим, да, это специализированная IT-организация внутри судебной системы, должна будет уже с учетом каких-то конкретных критериев внедрять его или расширять вот этот АИС суда, как мы сказали. То есть это одно и то же будет, да? С АИС суда будут браться и внедряться в профессиональную оценку. Да, да, да. Потому что там же все открытые Оттуда данные. мы взяли как критерии, ну и плюс некоторые вещи должны еще дополняться АИС Ну суда. вот, да, лидерские качества. Да, то, да. И третье, вы сказали, что при оценке, при отборе судей учитываются вот новые технологические процессы внедряются, но вот собеседование, вот по моему личному опыту, вот у меня жаловались к нам журналистам, говорят, мы прошли все тесты на собеседование, на конкурсной основе, на государственную службу нас планомерно заваливали. Да? Вот не кажется ли вам, что вот это собеседование самая коррумпированная часть, где можно там придраться к любому слову и сказать, просто не подходит? Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Собеседование, когда нет правил игры собеседования, оно может превратиться, ну, во что угодно, да, то есть в экзекуцию публичную. То есть, но это субъективное мнение того, кто собеседование абсолютно проводит. Правы. Вот здесь как раз-таки, учитывая вот этот негативный опыт, когда все отдается на откуп одному собеседованию, вот, к сожалению, вот эти вещи происходят. Так, может, исключить лучше собеседование? Нынешняя ситуация, ну, собеседование важно опять-таки для чего? Все-таки комиссия или совет по делам правосудия, он должен все-таки увидеть этого человека, да, посмотреть, ну, сказать там, да, вот, очень много разных аспектов тоже, если 8 судей будут сидеть, и мы очень ждем, когда эти 8 судей будут представлены Советом судей Джорку Кенешу для утверждения, но это должны стать самые лучшие судьи, которые одним взглядом могут сказать, да, способен человек быть судьей или нет, да, то есть это тоже важный момент. Это чисто профессиональные вещи. И вот Совет судей для чего вообще создается? Для того, чтобы отстаивать эти профессиональные наши интересы. Для того, чтобы как можно меньше было, например, нареканий в судебную систему. По большому счету, это задача Совета судей – отслеживать эти вещи. И тогда, если, учитывая эту логику, он должен, конечно же, самых лучших направить в Совет по делам правосудия, чтобы отбирать самых лучших кандидатов, которые будут приходить на эту должность. И вот то, о чем мы с вами говорим, автоматизация что включает? Сейчас, если человек никогда не работал в судебной системе, должен пройти компьютерное тестирование. Вот это компьютерное тестирование не каждый может пройти, и это очень хорошо, по большому счету. Опять-таки, все зависит от того, у кого находятся ключи, да, по вопросу безопасности. И вот для многих, например, членов Совета по отбору судей, как они делились сами, да, для нас это стало прям замечательным, скажем, таким основанием для того, чтобы сказать, ну, извините, ребята, пройдите тест, андагурююсь, да, вот у нас же все равно вот эти, к сожалению, как мы уже смеялись, у всех членов Совета по отбору судей, наверное, полстраны являются родственниками, да, они будут звонить, договариваться и так далее. То есть вот эта система тестирования. Вот второй уровень предполагал, что кандидат на должность судьи должен решать какие-то кейсы. То есть ему дается время, даются практические задания. Да, вот эти практические задания он должен был решить.
Это вот вторая часть. И третья часть это была собеседование. И вот сейчас что предполагается? Первый уровень, чтобы набрать из 100 баллов, к примеру, да, 60% он набирает только на тестировании. Если он набирает, у него уже есть 60 баллов. И сейчас предполагается, что вот эти вопросы для тестирования не должны быть очень простые. Они должны быть именно такие, которые есть чисто в практике судьи, например. Да? Второй уровень разрешения кейсов тоже переложить в автоматизированную систему. Она тоже уже будет автоматически выдавать, то есть его не будут проверять члены совета по отбору судей. То есть это второй уровень, это 30%. Там то сколько баллов? 30 баллов. К примеру, 30 баллов, да, то есть получается 90 баллов, если он в принципе действительно хороший юрист, он может набрать уже 90 баллов. И только 10% оставить на собеседование. И эти 10% особенно не будут влиять на эти 90 баллов, которые он наберет уже. Я понял, то есть не будет, что он прошел 2 тура, на собеседование завалили, да, взяли нужного. Да, риск будет очень-очень минимальный. То есть таким образом вот часть собеседования уменьшается на вот такой вот маленький балл. Это сейчас так или вы так предлагаете? Я скажу так, что уже примерно вот этот программный продукт готов. Остается его контентно заполнить. И вот в принципе наша организация готова сейчас помочь. И законодательно закрепить. Законодательно, в принципе, будут полностью перерабатываться, скорее всего, мы так предполагаем, само положение о порядке отбора судей, которое утверждается самим Советом судей. Поэтому в этой части я не вижу больших изменений в сам конституционный закон о статусе судей. Скорее всего, это будет все полностью отрегулировано в рамках положения. И что еще я хочу сказать? Если мы сейчас, как вы видите, профессиональную оценку деятельности судей оцениваем 100 баллов, например, 100% идеальный судья получает 100 баллов, из них 70% этих критериев мы хотим переложить для кандидатов на должности судей. Это логично, да? То есть вот этот функционал, который должен выполняться судьей, мы должны взять человека, который уже близок к этому идеалу, да? То есть вот эти критерии тоже будут перерабатываться вместе с вот этой системой тестирования и оценки кандидата на должности судей. Спасибо, с этим понятно. На ваш взгляд, нынешний политический режим, нынешняя власть, насколько она готова к тому, чтобы сделать судебную систему более прозрачной и эффективной? Вы видите такие, я не знаю, желание такое? Вы знаете, нам, во всяком случае, была возможность контактировать, да, вот с отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры. Это непосредственно отдел в администрации президента, который, в общем-то, координирует деятельность вот в этом направлении. И работая с этим отделом, во всяком случае с людьми, которые работают там, у нас сложилось впечатление, что они очень сильно хотят каких-то результатов для того, чтобы люди могли быть довольны, да, судебной системой. Ну и сейчас я могу вам сказать, что Верховный суд и Конституционный суд возглавляют лица, которых я тоже достаточно хорошо знаю, и они действительно имеют очень такие серьезные намерения изменить ситуацию по отношению к судебной системе. И это как-то вселяет определенную надежду, и мы тоже, вот, как судейская организация, в принципе, хотим в этих процессах чисто экспертно помогать, потому что ничего не делать у нас, в принципе, мы уже столько лет живем, когда есть разные действия, которые, в принципе, не достигаются каких-то результатов. Поэтому вот в этой части у меня есть оптимизм, что сегодняшний, как вы говорите, политический режим настроен на то, чтобы что-то менять в судебной системе. На ваш взгляд, что основное требование к тому, чтобы суды были полностью независимые? Основное требование к самим людям, которые работают в судебной системе. На сегодняшний день, конечно же, я могу сказать, что есть очень много разных моментов, которые в какой-то мере сдерживают наших судей выражать свое волеизъявление в принимаемых актах. Я могу сказать, что есть определенные издержки, да? Но эти издержки могли бы быть преодолимы, если приходят в судебную систему довольно-таки смелые люди, которые говорят: я принимаю решение по Конституции и законам. И мне кажется, на сегодняшний день, в принципе, от людей этого и ждут. Но, к сожалению, я могу сказать, что не все
благодаря или, скажем, к сожалению, да, того, что на протяжении последних 25-30 лет проводились, ну, можно сказать, активные эксперименты с судебной системой. И я думаю, что очень многие судьи, но во всяком случае сегодня боятся выражать полностью свое собственное мнение. Конечно, потому что я хоть и сам юрист по образованию, все-таки буду сейчас выражаться как журналист, больше с эмоциями, потому что если на суде поступил заказ с какого-то этажа, с каких-то коридоров власти, если он его не выполнит, но он завтра поплатится и должностью, и свободой, скорее всего. Поэтому вот этот фактор есть. Я почему вас об этом спрашиваю? На одном из дебатов один из советников президента на полном серьезе мне сказал на всю страну, выступая в прямом эфире, сказал, что глава государства был очень недоволен тем, что задержали известного журналиста-расследователя Болота Темирова. И он снял трубку телефона, позвонил судьям и сказал, чтобы они его отпустили. На мой логичный вопрос, но вы сейчас просто и с президента подставляете, и судебную ветвь власти подставляете, он был искренне удивлен. Он сказал, а что не так? Ну, это же действительно так должно было быть. Вот я и говорю, вот это телефонное право, на ваш взгляд, до сих пор существует? Или это была оговорка советника? Я не могу сказать, что этого не существует. Надо так сказать, да? Вот. Лично про себя я могу сказать, будучи судьей, да, мне никто и не звонил, да. Вот сказать о том, что всем звонят по разным вопросам, я не могу такого сказать. Но, возможно, есть какие-то резонансные дела, по которому как бы есть, как мы слышим во всяком случае в судебной системе, дело на контроле, это было так раньше говорилось. Сейчас я не могу этого сказать, потому что я не слышала об этом. Вот. Поэтому, как вы знаете, разные люди приходят, опять-таки, да, в разные ситуации и пытаются, может быть, в какой-то мере воспользоваться этой ситуацией. Я даже могу сказать, что есть люди, которые действовали, возможно, от имени власти, да, но решали свои собственные личные интересы. И тоже не без этого, я так думаю. Понятно. Одним из признаков правового государства является независимость суды. Потому что везде, когда мы что-то говорим, мы говорим, любое правонарушение или преступление должно быть доказано вступившим в законную силу приговором суда. Да? Но, к сожалению, в данный момент я наблюдаю, что качество исполнения правосудия катастрофически страдает. И вы вот говорите, что под разными углами, я совершенно согласен, я примерно знаю судейскую сторону, да, когда там на волне хайпа, на волне повышения голоса на судей оказывается давление. Но вот кейсы с журналистами, связанные с моими коллегами, доказывают абсолютно непрофессионализм со стороны судей. Я вам приведу несколько примеров, примерно как я это вижу. Задержание журналиста-расследователя Болота Темирова. Вы, наверное, видели, да, в прямых эфирах это было. Налицо нарушение ряда процессуальных норм Уголовно-процессуального кодекса. К примеру, задерживают человека в наручниках, ложат на пол, в течение положенных часов не предоставляют адвоката. Второе, допрашивают в ГУВД города Бишкек как свидетеля. Но свидетеля так не задерживают, даже не удосужились придать ему статус подозреваемого. Да? Вот ряд таких нарушений, адвокаты все это расписали, но суд выносит решение, что задержание было законным. Второй кейс по поводу, это вообще очень такой смешной кейс, по поводу публикации Next TV. Next TV выходит, причем не в телеканале Next TV, а в телеграм-канале этого телевидения выходит публикация о том, что экс-глава КНБ Казахстана Мусаев утверждает, что Кыргызстан и Таджикистан оказали помощь России в войне с Украиной. Прокуратура обращается в суд признать этот материал экстремистским. Зовут в зал заседания суда профессионального лингвиста-эксперта, который должен дать оценку. Во-первых, лингвист говорит, что в самой публикации, возможно, экстремизма нет, но есть в комментариях под телеграм-каналом слово «физрук». Судья спрашивает, физрук это считается, это кто? Эксперт говорит, логично, физрук это глава государства. В итоге ходатайство Генпрокуратуры, чтобы закрыть Next TV, отклонили, но сам материал Next TV признали экстремистским. Получается, либо слово физрук экстремистское,
либо материал. сам материал экстремистский в том, что ссылкой на главу КНБ, который сказал, что и следовательно, если этот материал экстремистский, следовательно наш суд признает, что война в Украине это уже экстремизм. Да? Ну, кто дал полномочия суду давать такие оценки? Но если даже мы помогли России, в чем здесь экстремизм? И вот вопрос, вы вот в этих кейсах видите, либо это галимый непрофессионализм, либо заказ властей. Либо я не смотрю не под тем углом, как вы сказали. Конечно, каждое дело отличается друг от друга, это само собой. И мы, конечно, юристы, должны смотреть материал дела, как это все на самом деле происходило. То есть очень много разных нюансов, когда мы говорим о вообще праве, да. Поэтому здесь, конечно, могу сказать, есть и вопрос непрофессионализма судей тоже. Почему профессиональная оценка деятельности судей должна обязательно включаться, да? Есть вопросы, опять-таки, того, что есть напуганность в определенном смысле. Ну и нельзя исключать того, что, в принципе, есть очень мощное воздействие и на судью тоже. То есть это вопросы, скажем, опять-таки, средства массовой информации тоже имеют как мощный рычаг давления на судей. И это не раз, скажем, Европейский суд по правам человека подчеркивал такого рода кейсы. Поэтому здесь очень много разных составляющих, почему выносятся такие решения. Но я с вами соглашусь, что, к сожалению, качество принятия судебных актов очень сильно упало. Да? Это отмечают и судьи Верховного суда, которые как бы пересматривают решения нижестоящих судов. Поэтому с этим надо что-то делать, это однозначно. И вот эта профессиональная оценка деятельности судей, наверное, одно из, можно сказать, таких элементов для того, чтобы попробовать оценить и дать определенную оценку деятельности судей. И вот как раз стоял вопрос о том, что если судью оценивая, он получает отрицательный балл, это ниже 70%, конечно же, есть направление его на обучение, и чтобы он через год мог пройти. Но хотя есть разный опыт других государств, которые говорят о том, что если повторная, скажем, низкая оценка деятельности судьи, она в принципе должна ставить вопрос о его соответствии занимаемой должности. То есть вот эти вопросы должны обязательно включаться. И то, что вы говорите, пока не будет такой четкой оценки, я думаю, что сложно сегодня. То есть судебная система может говорить о том, что мы правы, журналисты могут говорить, мы правы и так далее. Да? То есть вот это тоже важный момент для того, чтобы все очень четко расставить, стандартизировать эти вещи. И эти стандарты, конечно, должны быть на уровне, скажем, нормативных правовых актов с участием всех заинтересованных сторон в обозначении этих стандартов. И потом уже, чтобы и общество, и судьи, и правоохранительные органы все могли бы соблюдать эти стандарты. То есть вот как бы в этом, наверное. Вот вы упомянули журналистов. Вот в том, что в каждом процессе должна быть аудио-видеозапись, есть случаи, когда журналисты оказывают повышенное внимание тому или иному процессу, и судья единолично решает, да, судьи решают, будет ли видеозапись или нет. Аудиозапись разрешена законодательно, а вот видеозапись судья сам решает. Да. Вот на ваш взгляд, насколько это правильно, что судья решает, если нет возражений с обоих сторон, да? Понятно, что кто-то не хочет там на всю республику показывать свою личную жизнь, но если нет возражений, чтобы законодательно закрепить, что журналисты имеют право открыто освещать процесс. Ну, если нет военной тайны и так далее. Да. Вы знаете, если исходить из принципа, опять-таки, гласности судопроизводства, я думаю, что вот то, что судья должен разрешать видеосъемку, это осталось еще с тех времен, когда еще не было, что такое аудио-видеозапись и так далее. Если сейчас, например, аудио-видеозапись войдет как обязательное требование для гражданских дел, административных дел, для уголовных это уже есть, само собой, разумеется. Да? Вот запрет на видеосъемки уже, по сути, будет нелогичным даже. Да? То есть каждый, в принципе, может ознакомиться с копией видеозаписи, или даже через того же адвоката это можно просмотреть и таким образом пользоваться. Поэтому то, о чем вы говорите, это норма, которая еще длится вот с тех еще времен. И для того, чтобы разработчики, скажем, да, вот тех же процессуальных кодексов, на мой взгляд, должны уже рассматривать с точки зрения, что мы уже почти живем четверть 21 века. И все вот эти технологии должны уже, и раз уж, в принципе, разрешено вести аудио-видеозапись, почему должен быть запрет на то, чтобы делать видеосъемку?
Мы вообще абсолютно были открыты в Конституционной палате, вести даже открытую видеотрансляцию. Вообще в этом нет никакой проблемы. И вообще все процессы, на наш взгляд, сейчас, например, идет такая, в общем-то, деятельность со стороны Конституционного суда о том, чтобы все процессы можно было бы онлайн смотреть. И это отвечает сегодняшним, можно сказать, реалиям. В этом смысле я не вижу какой-то проблемы. Да? И то, что, как вы говорите, судьи запрещают видеосъемку, но опять-таки я хочу сказать, что не все судьи чувствительны к этим новым технологиям. И вот сегодняшнее состояние, можно сказать, управления в судебной системе, если поставят их в такую необходимость, что надо этими вещами пользоваться, а если ты не можешь пользоваться, ну, надо немножко как бы тогда освобождать эту должность для тех людей, которые лучше справятся с этой ситуацией. Мне кажется, вот сама система или сама политика внутри вот, судебной ветви власти должна быть поставлена именно вот таким вот образом. Потому что это деньги налогоплательщиков, потому что люди туда приходят уже, когда край, да, люди идут в суд только тогда, когда уже нет никаких других способов разрешения своего конфликта. Я почему уточняю, потому что закрытость порой приводит, особенно в век фейковой информации, да, и разного рода домыслов. Абсолютно, да. Я согласна. В соцсетях это все приводит к недоверию к общему судебному корпусу. Потому что раз закрылись, раз запретили, значит есть что скрывать. Ну, логика такая. И еще один уточняющий вопрос. Вот по поводу профессиональной оценки. Кто будет давать профессиональную оценку? Какие люди это будут делать? Очень хороший вопрос. Сейчас мы как раз в проектном виде обсуждаем. Это, я хочу подчеркнуть, внутренняя система оценки. Она предполагает, что будет создана комиссия из судей, которая должна будет давать эту оценку. Из судей? Из судей, да. И вопрос такой, момент опять-таки такой, да, то есть все данные будут получаться вот через вот эти системы, информационные системы, и сама система будет проводиться без участия судьи. То есть не надо судью каждый раз дергать от его основного вида деятельности. То есть всю информацию, в принципе, может собрать член комиссии, который ответственен за эту оценку, и должен будет написать заключение. Причем заключение, оно должно быть аналитическое, как мы уже, в принципе, демонстрировали. Если мы говорим об оценке, скажем, его качества судебных актов, то, в принципе, может выйти там детализация, если по гражданским делам, земельные споры, гражданские споры, скажем, жилищные и так далее. Если там, где у него больше отменяемости, то есть это уже говорит о том, что он, наверное, не очень хорошо знает эту сферу. И вот в этой части он будет направляться на обучение. То есть таким образом вот эта комиссия должна будет дать не просто балл поставить, а объяснить, почему этот балл и в чем он нуждается на данный момент. И вот эта комиссия, по-хорошему, из судей. Есть разный опыт, мы, в принципе, смотрели. Есть такие страны, которые вот в процесс этой оценки могут спросить мнение адвокатов, юристов, членов суда присяжных, например, да, кто контактировал с этим судьей. Это гораздо более жесткая система оценки, нежели то, что, в принципе, сейчас предложено. Но мы считаем, надо начать эту систему, надо ее вводить, а потом уже можно будет круг лиц, в которых можно спросить мнение о судье, увеличивать. А в планах есть обнародовать эти результаты? В принципе, предполагается, что это заключение об оценке будет пришиваться в его личное дело. Но на сайте висеть не будет, да? Я думаю, что нет пока. Но я хочу вам сказать, на базе этой внутренней системы оценки должна быть выработана система внешней оценки. И вот я вам могу сказать информацию о том, что Верховный суд сейчас, вы, наверное, в курсе, создал 2 мониторинговые группы. Одна по правам человека, другая по защите бизнеса. Да? И вот в этой части тоже планируется работа, что вот эти 2 мониторинговые группы будут передавать информацию по кейсам, которые вот одни по бизнесу, другие, скажем, по правам человека, и будет некий секретариат, который будет обрабатывать, обобщать, искать причинно-следственные связи, почему так произошло, почему было принято такое решение, и таким образом выстраивать, скажем, методологию внешней системы оценки. И по большому счету они, конечно, должны быть приближены. То есть, как мы сказали, одни стандарты, чтобы отслеживать деятельность судей. Я почему уточняю, потому что, опять-таки, вот это отсутствие прозрачности, опять-таки, дает место быть
тем предположением, что, скорее всего, оценки тоже будут какие-то составляться по каким-то субъективизмам. Вы абсолютно правы. В нашей стране мы никому не доверяем, никому не верим, да. То есть, ну, вот здесь мы должны начинать с того, что внутренняя оценка, пусть сами судебная система их оценит. Возможно, его оценка может не совпасть с внешней оценкой, но методологию внешней оценки тоже надо сделать. И если мы увидим, что судью, например, судебная система оценила, там, скажем, на 85 баллов из 100, а, скажем, внешняя оценка выставила меньше 70 баллов. Тогда нужно смотреть, насколько, скажем, вот эти системы, скажем, да, различаются по себе, или, скажем, судебная система завышает эту оценку собственному коллеге. То есть вот это тоже очень хороший механизм, потом получать, скажем, обратную связь от пользователей судебной системы тоже. Не могу не задать вопрос в следующем, что в стране наблюдается, ну, опять-таки мое субъективное, сугубо личное мнение, наблюдается усиление одного органа национального, который должен заниматься, по идее, вопросами национальной безопасности, да, но занимается самыми различными вопросами. Да. Произошло усиление, согласно новым уголовно-процессуальным кодексам органов прокуратуры. Вот в этой связи не наблюдается ли, что эти органы сейчас давлеют над судебной системой и будут обязывать судебные органы выносить все больше и больше приговоров с обвинительным уклоном? Я вам скажу так, конечно. Из 3 ветвей власти самая слабая – это судебная. И судебный вид власти, по большому счету, политики должны максимально договориться, не вмешиваться в судебную систему власти. Это я говорю вам как пример в мировой практике. Почему? Потому что каждый из них завтра может оказаться на скамье подсудимых. И это наша история тоже показывает. Да. И вот то, о чем вы говорите, конечно же, национальные... Как у нас органы национальной безопасности на сегодняшний день имеют очень большие полномочия, точно так же, как и органы прокуратуры. И это, в принципе, мы знаем, что на местах, особенно в районных судах, они действительно давлеют, они действительно оказывают определенное воздействие. Я полагаю, именно поэтому, может быть, судьи как-то принимают такие решения, как мы сказали, потому что почти нет никаких гарантий у судей, если мы говорим о том, чтобы не принять какое-то решение. Да? Плюс ко всему мы знаем, что когда судья назначается на 5 лет и идет на переизбрание, однозначно зачитывается справка районного прокурора, как судья принимал решение. То есть, к сожалению, мы слышали такие факты, что, скажем, такая справка районного прокурора иногда играла очень важную роль, переназначить этого судью или нет. И я скажу, что вот в этой части баланс сдержек и противовесов должен сыграть. Хотя мы говорим о том, что по нынешней Конституции, которая в принципе может обеспечить баланс сдержек и противовесов, это независимая, очень хорошо работающая судебная система. Если мы в принципе шли по пути, скажем, Соединенных Штатов Америки через усиление, скажем, в сторону президентской республики, то почему они так работают? Потому что очень сильная независимая судебная ветвь власти. Да. Поэтому здесь, мне кажется, обществу нужно помогать судебной системе, да? Судьи должны чувствовать поддержку. Если со стороны, опять-таки, исполнительной ветви власти должны быть определенные гарантии, чтобы судьи могли, скажем, не озираясь на эти вещи, принимать решения. То есть очень много таких вопросов, моментов, по которым надо сейчас несколько сбалансировать вот эти процессы, о которых вы говорите. Ну, хороший такой содержательный эфир получился, да, у нас подходит время, к сожалению. К сожалению, судебная ветвь власти, совершение правосудия является такой ахиллесовой пятой нашего общества, потому что, судя по всем социологическим опросам, уровень доверия к судебной власти, впрочем, как и ко всем правоохранительным органам, крайне низок. И все потому, что, как очень справедливо отметила моя собеседница Чинара Айдарбекова, что у судей нет абсолютно никаких гарантий, постоянно совершается давление со стороны исполнительной органов власти, с их визави с других ветвей правоохранительных органов. Вот. Поэтому то совещание, в котором вы участвовали, дает нам надежду, что судьи выйдут на качественно новый уровень, что состав судей будет новый. Да? Ну и я что из позитивного услышал, что высшее руководство страны готово, да, построить диалог с судьями, да, помочь им
в обеспечении их эффективности и независимости. Поэтому все это, конечно, покажет время. Будем наблюдать. Я думаю, вот подобные наши дискуссии, да, такие дискуссии пусть доходят до представителей судебной ветви власти, до людей, которые принимают решения, кто смотрит там не хайповые легковесные новости, а действительно вот такую углубленную аналитику, о которой сегодня рассказывала моя собеседница. Да? Вот такой аналитики, к сожалению, в последнее время становится все меньше и меньше. Поэтому, возможно, падает общий уровень качества государственной власти, общественной власти в стране. Мы завершаем наш эфир. Спасибо большое за содержательную беседу. С вами был Семитей журналист Аманбеков. Присоединяйтесь к нашим беседам на канале Центра политика.